Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто в скором времени свалится как снег на голову? Кто это человек, либо люди? Сейчас все посмотрим, все узнаем. Если тема вам нравится, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, кто в скором времени свалится как снег на голову. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть откроют нам то, что скрыто, и то, о чем мы желаем узнать. Ух ты! Женщина внизу выходит, девчонки. Женщина, смотрите, какая, с месяцем в руке. Сразу хочу сказать, что эта женщина сильная. Во-первых, сила в руках. Человек, она какой-то важный. И знания у нее какие-то глубокие. Здесь буковка В выходит. Может быть, это ее имя, может быть, место, где вы с этой женщиной повстречаетесь. В любом случае, она подарит вам веру в вас, в будущее, в ситуацию, в развитие, да, то есть очень мощно она, так знаете, в вашу жизнь войдет с подсказкой, с помощью, даже с каким-то, может быть, действием, направленным на вас во благо вам. Однозначно, женщина прям огонь. С левой стороны у нее, конечно, этот месяц. Левая сторона у нас отвечает за тонкий мир, то есть я не исключу, что эта женщина, она владеет какими-то знаниями, либо возможностями, магическим путем, может быть, это хороший психолог, кстати, тоже может быть, да, поможет вам решить ваши проблемы, либо даст подсказку. Так, дальше у вас идет семерочка. Семерочка очень мощное число Бога. Значит, по этой семерочке, девочки, 7 очень важных будет у вас встреч. Эти встречи, либо эти свидания, либо эти знакомства, они все идут от высших сил. Они судьбоносные, они несут подсказки, они несут решения, они несут для вас какие-то... Аж запуталась от волнения, вы простите, несут вам какое-то исполнение в вашу жизнь, понимаете, вот прям 7 неожиданных встреч, 7 неожиданных знакомств, либо каких-то даже разговоров. Вот это в вашей жизни будет в ближайшее время. Дальше, мои милые, кто свалится как снег на голову? Но здесь какой-то коллега, либо... Вот я не могу точно сказать, либо вы вместе работали с этим человеком, либо, может быть, вы учились вместе с этим человеком, может быть, как-то по соседству жили. Человека однозначно вы знаете, какой-то период жизни вы как-то вместе проходили, но это не про отношения, это больше про общение, про дружбу, ну, действительно, какое-то сотрудничество, да, вот так можно сказать. Значит, человек... Вы не узнаете этого человека с первого взгляда, человек узнает вас. Значит, человек этот начнет вами восхищаться, расспрашивать там туда-сюда. Значит, как бы сильно вам не хотелось бы там похвастаться, лучше не надо, потому что человечек такой, знаете, в жизни немножечко обделенный идет. Может быть, не повезло, может быть, какие-то неприятности жизни немножечко вот надломили, да, и человек может и с добрым сердцем, да, но может позавидовать вам. Уж как-то слишком вы там шикарно будете выглядеть в момент вашей встречи, и встреча такая, знаете, какая-то будет, вы в хорошем настроении, такая вся на позитиве, цветущая, да, а человечек такой грустненький будет. То есть, понимаете, лучше не надо. Можете больше расспрашивать этого человека, либо, если вам этот диалог не так сильно важен, интересен, просто
лучше воздержитесь. Вот так вот я вам посоветую. Потому что в левой стороне идет человечек, и он такой весь понурый, какой-то погнанный, да, вот помятый. То есть, ну, явно человечек с проблемами. Чтобы лишней зависти, вот этих негативных какашек, скажем так, да, в вашу жизнь не входило, лучше не надо. Ну, поздоровайтесь, конечно, там, ну, такое, знаете, общее «привет, пока», да, вот так как-то у вас должен диалог состояться. Дальше, мои милые. У кого-то из вас будет деловая встреча, деловое свидание. Может быть, по каким-то делам пойдете, может быть, на работе вас куда-то отправят. То есть идет мужчина красавчик, такой, знаете, вот прям как с картинки, да, как с какого-то модного журнала, весь с иголочки, ухоженный, там, надухаренный такой весь, да, прям излучает из себя вот этот сексуальный магнетизм. Значит, девочки, увидите, обалдеете. Вот. Этот мужчина, он умеет разделять рабочее и деловое. Ваше общение с ним будет очень продуктивным. Прям, знаете, как... Ну, обычно, да, что мы там ждем от делового общения? Чтобы нам профессионально сделали работу, либо оказали услуги, ну и дальше, да, как пойдет. А здесь вот именно тут будет случай, что вы забудете, по какому вопросу вы пришли, обратились, либо что вы сейчас обсуждаете. Будете прям смотреть на него и мечтать. Значит, мужчина поведет себя максимально корректно. Но, девочки, после этой встречи деловой не исключено, что у вас будет и другое общение. То есть вы человеку тоже очень понравитесь. Скорее всего, вы как-то контактами обменяетесь. Человечек начнет вам названивать, либо писать вам что-то начнет. Значит, девчонки, у кого-то прям роман. Роман будет, потому что мужчина обалденный. Вот весь такой... Аж, знаете, вот горячий песок становится. Мужчина классный, вот, однозначно. Кто-то может даже вот искуситься, будучи, например, в отношениях и в браке. Ну, девочки, жизнь она такая, да. Смотрите сами, думайте сами. Я вижу, что вот идет вам такой прям соблазнитель, искуситель. Но человек неплохой, особенно как профессионал, вообще золото. Редкое сочетание и внешнего, и внутреннего содержания. Вот прям на 5 идет. Дальше, мои милые, здесь у вас, видите, яичко вышло, да, такое яичко с дырочкой. Значит, дождетесь вы от какого-то человека неожиданного проявления. То есть, наконец-таки, как говорят, вылупился, да, созреет кто-то, либо что-то на какой-то важный разговор, либо на важное предложение. Может быть, да, мужчина, от которого вы давно ждали, на которого надеялись, все-таки вот начнет проявляться. И проявляться так, как вы хотели. Может быть, вы от кого-то ждали возвращения долга, либо каких-то, может быть, там, обязательств. Да? Человек начнет действовать. Человек вот неожиданно, как говорится, ничего не предвещало. И вот он на вашем пороге с исполнением, либо с вашим желанием. Наконец-таки все сдвинется с мертвой точки. Так, еще, девчонки, кто-то у меня общается на расстоянии. Вы общаетесь с человеком на расстоянии, человек ничего вам, например, не обещает, ни на какие встречи вы не договариваетесь, и человек у кого-то сделает сюрприз. То есть мужчина появится, причем сначала он вам что-то зашлет, может быть, там цветочки вам отправит, может быть, там курьера с подарочком пришлет вам, да, а потом буквально в тот же день и сам появится на ваш порог. Ну, будет очень спонтанно. Я сразу хочу сказать, что будете не готовы, но пусть вас это не смущает. Вот смущаться вообще не стоит. Человек вас желает видеть, и он преодолеет этот путь, он вас увидит. Да, сюрприз, может быть, не совсем будет корректный, но, девчонки, это романтик. Мужчина романтик. Ну, он надеялся на лучшее, да, поэтому расслабляйтесь, какая вы будете, такая вы будете. Ему не это важно, ему важно, как вы к нему относитесь, вот сразу вам говорю. Так, мои милые, тут с родственниками какие-то вот свалятся на вашу голову проблемы, честно. Там кто-то будет что-то там выяснять, сражаться, драться, прокачиваться. Вот вас будут вовлекать в эту ситуацию, вас будут, знаете, как из стороны в сторону, да, как на части даже пытаться вот перетянуть ко мне, к тебе, да, начнутся какие-то вокруг вас вот эти танцы с бубном. Значит, никого не слушайте.
Ничью сторону не принимайте, оставайтесь в нейтралитете. Они там поругались, они там сами помирятся. Вам там делать нечего. И не переживайте, кстати, за них, потому что все у них будет хорошо. Дальше, мои милые. Здесь у кого-то, ну, вот в дороге, либо на дороге идет конфликт, что ли, да. Может быть, да, может быть, вы будете участником конфликта, может быть, на ваших глазах случится конфликт. Смотрите, здесь идут несколько мужчин и как будто бы одна женщина. Ну, то есть одна женщина вы и несколько мужчин. Да. Значит, все как будто бы с какого-то конфликта начинается. Может быть, какое-то даже недоразумение. Ну, такое настроение, знаете, немножечко агрессивное. Вот, но спустя там несколько минут все у вас там разрешится, наладится. Кстати, девочки, можно вот познакомиться с очень хорошим статусным мужчиной, который... Но это не для любви идет знакомство, а скорее для каких-то дел, для ваших, да. То есть вам, например, нужен адвокат, и вы вот, например, на парковке, да, какого-нибудь адвоката подперли машину. Он сначала был зол, потом увидел, какая вы милая, и сказал: да ладно, ничего, вот вам моя визитная карточка, а вы как раз такая: ой, а мне нужно. И вот такое вот общение завяжется. То есть очень будет приятно, да. Искали человека, и человек сам вас нашел. Вот так вот получается. Так, мои милые. Еще идет предложение, от которого нельзя отказаться. Совершенно случайно. Вам человечек делает предложение. Может быть, по работе, может быть, по каким-то вашим делам, вопросам. Может быть, даже какая-то купля и продажа. Значит, человек просто, да, в разговоре скажет, что вот у меня там есть, ну, допустим, да, у меня есть что-то, что нужно тебе. Либо просто скажет: вот у меня есть, я не знаю, что с этим делать. А вы такая: опа, а мне же очень надо, я же ищу, мне очень надо. Человек скажет: ой, ну для тебя я там со скидкой отдам, да, либо там в полцены даже отдам. Я же тебя знаю, ты хороший человек. Мне типа и так не надо, на, бери, пожалуйста. То есть вот такая ситуация произойдет. Очень-очень полезно, кстати. И я еще вот что хочу вам сказать. У вас вообще как-то на ближайшее время, ну вот я смотрю на месяц. Не знаю, какой вы там срок себе загадывали, но вот я на месяц смотрю, как будто бы удачка за вами ходит, да? Причем периодически так вперед вас забегает вам и делает вам какие-то хорошие дела. То есть удача с вами. Удача будет с вами. Давайте я вам дам слова такие, чтобы усилить эту удачу. Вы, выходя из дома, вот вы вышли, да, например, там спускаетесь по ступенькам, либо в лифте едете. Проговаривайте такие слова: удача, со мной по пятам ходи, беду от меня отводи. 3 раза сказали, и все. И идете. Я и так вижу, что удача будет, а так вы ее еще больше как усилите, может быть, там в 3-5 раз. Ничего плохого не случится. Хороший песок, мне очень нравится. Так, ну и напоследок вот эта очень милая картинка. Здесь любовь, и здесь мужчина будет очень ярко добиваться женщину. Девчонки, на ровном месте познакомитесь с мужчиной, который, ну вот знаете, как в фильмах, да, с первого взгляда в вас влюбится и будет за вами ходить. Мужчина, значит, красавчик, у него вот звезда с этой стороны. Мужчина какой-то вот весь, не знаю, как будто бы он как популярный даже, может быть в тех кругах, где вы общаетесь, вращаетесь, да, то есть за ним какая-то там слава, шлейф какой-то его там любовных побед, либо в принципе, да, там его достижений. Значит, вот прям вы бы никогда не подумали, да, что именно к вам и на вас внимание обратит. А он прям начнет за вами ходить, добиваться, вот прям с момента знакомства, да, и пока вас не добьется. Значит, девочки, мужчина может быть младше, чем вы. Сразу вас предупреждаю, потому что между вами какая-то прям разница идет. Прям разница, да. Я вижу, что вы не хотите этого мужчину. То есть, может быть, его репутация, может быть, действительно это разница в возрасте. Может быть, даже у кого-то отыграется, что мужчинка не совсем свободный, но тем не менее, я вижу, что он вас добьется. Вот как пристанет к вам, как вот репешочек такой, да, к вашему подолу. И что хочешь с ним делай, ну вот никак. Вот сказать, что он влюбится, но это не совсем корректно. Там будет нечто большее. Во-первых, он вас почувствует всеми фибрами своей души. Он увидит то,
что долго вам не будет ясно либо понятно. То есть что-то он вас такое рассмотрит особенное, что отличает вас от других женщин. Плюс вы еще ему будете какая-то родная. Может быть, будет напоминать что-то из его, например, прошлой жизни, да, из его там детства, юношества. То есть он к вам вот прям не только сердцем, но и душой. Вот прям так вот к вам будет стремиться. Девчонки, ну будет за вами ходить. Что дальше здесь песочек не показывает, но вижу, что вот он такой большой, а вы такая маленькая, и он прям дорогу к вам, от вас вообще не отстанет. Девочки, если хотите любви, если хотите уйти от одиночества, пожалуйста, прекрасный вариант, прекрасная возможность. Мужчинки, глаз на вас просто упадет, да, и все, уже он будет полностью ваш. Ну и сделает все возможное и невозможное, да, и шкурки свои выпрыгнет, чтобы сделать вас своей. Здесь будет брать вас просто, не знаю, измором, наверное, нахрапом каким-то. Такого у вас еще не было. Так вас еще никто никогда не добивался. А главное, что мысли у него и цели будут положительные. Вот это главное. Девчонки, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.